Новгородский погост, город Якутск. Я вам представляю одного из сотоварища, который помогает в организации этого сквера, исторических делах. Екатерина Строгова. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, вот скажите, сколько на сегодня мы вот провели исторические раскопки, да, исследования. Сейчас мы вот сажаем, честно скажу, немножко вопреки, может, есть определенные, оказывается, процедуры, которые надо проходить, да? Это вот связано именно с исследованием. Такое место, да, место, которое действительно связано с историей, с памятью на самом деле, поэтому, конечно, проведение историко-культурной экспертизы на таких объектах, оно обязательно по закону. То есть в данном случае вот, мы всего-навсего соблюли законодательство, и результаты мы получили довольно интересные. Даже вот как бы с научной точки зрения кое-что открыли для себя новое. Вот мы сделали 2 шурфа разведочных, здесь территория маленькая, поэтому согласно требованиям 2 шурфа здесь более чем достаточно. Вот 1 шурф мы заложили там, где предполагается устанавливать памятник, 2 там, где лежал исторический надгробный камень, который говорит о том, что этому кладбищу более 100 лет. Вот, и в этих шурфах, естественно, поскольку тут кладбище, заранее было известно, что какие-то погребения обязательно попадутся. Это действительно так и случилось, но мы эти погребения вскрывать не стали, поскольку погребения эти православные, обряд погребения хорошо известен, и, в общем, беспокоить мертвых лишний раз ни к чему. Вот. В одно погребение, 2, к сожалению, оказалось продавлено грунтом, то есть это естественный такой процесс, оно, по-видимому, было старше. Вот, в нем оказалась похоронена молодая незамужняя девушка. Об этом говорило отсутствие обручального кольца, об этом говорил ее яркий праздничный наряд. И вот то, что для нас, собственно, стало открытием, об этом же свидетельствовал белый цвет ее гроба, который в данном случае имитировал как бы подвенечное платье. Вот. Погребения были очень глубокие, они их захоронили на глубине чуть больше 2 метров. Это соответствовало и законам Российской империи, и также соответствует современному российскому законодательству. Именно поэтому мы с легким сердцем дали разрешение на благоустройство этого сквера, поскольку работы по благоустройству не предполагается проводить на глубину более 1,5 метра. То есть все погребения, которые здесь есть на этом кладбище, они останутся в целости и сохранности абсолютно нетронутыми. Вот, так что близкие погребенных здесь людей не могут не беспокоиться о том, что кто-то потревожит покой их предков. Вот сегодня мы производим, как бы, весь город высаживает саженцы. Сразу говорю, здесь более 70 саженцев. Ну, сколько приживется, еще вопрос. А вот из нашего опыта, Екатерина, практикуется вообще вот высадка саженцев вот на таких вот, так скажем, погостах, как Нет, это действительно погост. Безусловно, ведь когда делаются погребения, многие родственники, они сами высаживают какие-то деревья, вот, кому какие нравятся, или, например, те, которые любил погребенный. Да, многие высаживают возле могил специально деревья. Ну, вообще считается, что хорошо, когда на могилы прилетают птицы, поют над могилой, да, там клюют какие-то крошки. К этому всегда как бы относятся положительно, но дерево, оно всегда привлекает птичек. Это будет здорово, я думаю, вот эти саженцы, я очень надеюсь, что
большая часть из них приживется, потому что природные условия здесь для сосен очень подходящие. Это высокое сухое место, грунт здесь песчаный, то, что как обычно нравится соснам. Вот, и наш сквер, он станет красивым. Вот этот ряд растений, он еще поспособствует тому, что сквер будет так визуально отгорожен от улицы, помимо забора. И благодаря этим сосенкам, я думаю, он станет еще красивее и уютнее. А это правда, что из истории этого погоста, да, как бы, я напомню, что казаки получили наделы, да? И здесь Да. была тайга, да? Вот когда мы беседовали в прошлом или в позапрошлом году с родственниками, пожилые люди рассказывали, что здесь был большой сосновый бор. Что вот эти сохранившиеся сосны – это очень малая часть от того леса, который вообще на этом холме находился. Так что, в общем, получается, что мы возвращаем обратно то, что здесь было когда-то там, лет, может быть, 100 или чуть меньше назад. Спасибо, Екатерина. Мы немножко рассказали вам об истории этого сквера, немного рассказали о тем, что здесь предполагается. У нас действительно происходит небольшая задержка, но это согласно законодательству, надо получать определенные разрешения. И поэтому есть вероятность, что мы сейчас только сделаем примитивные работы по благоустройству. Но в принципе, если брать план работы народного бюджета города Якутска, он выполнен в принципе. Сейчас заканчивается обработка плит. Я думаю, в конце недели уже они появятся. Будет здесь стоять, вон видите, вот там должен стоять крест, там будет. Но там для этого надо будет делать большой постамент. Но это все как прикажет нам госпожа природа и погода. Если удастся, сделаем. Нет, я думаю, что весной закончим. Спасибо за внимание.